Следующий это казахский язык, потому что он тоже нужен, ведь если английский это всемирный язык, то казахский, как бы это странно ни звучало, всемирный язык в Азии. Да, со мной сейчас куча географов скажут: ты иди в 7 класс географию учить, ты же в 7 учишься. Я говорю, то, что благодаря казахскому языку можно легко и просто выучить другие, допустим, кыргызский язык, кыргызский. Допустим, узбекский можно, татарский. И вот благодаря казахскому ты можешь легко выучить другие языки, которые связаны с Азией. Ну, да, со мной куча людей не согласится, но, по-моему, я думаю, что это так. «20 интересных фактов о казахском языке». Первое. На казахском языке говорят более 15 миллионов человек. Почти 1 800 000 представителей других народов также владеют казахским в той или иной степени. Наибольший процент владения наблюдается среди родственных тюркских народов – узбеков, уйгуров, киргизов, турок, азербайджанцев, татар. Второе. Казахский алфавит претерпел много изменений. Изначально казахи пользовались рунической азбукой, которая состояла из 24 букв и знака, который разделял слова. Позже, под арабско-мусульманским влиянием, казахи перешли на арабское письмо. С 1929 по 1940 годы жители страны пользовались латинской графикой, а затем стали писать на кириллице. Третье. Казахский кириллический алфавит. Алфавит, используемый в Казахстане и Монголии. Этот алфавит, разработанный Аманжоловым и принятый в 1940 году, содержит 42 буквы, 33 буквы русского алфавита и 9 специфических букв казахского языка. Вначале казахские буквы размещались после букв русского алфавита, затем были перенесены на место после русских букв, сходных по звучанию. Четвертое. Казахский используется и в Иране, и в Турции, и в Монголии, и в Афганистане, и даже в Германии. Последнее вполне объяснимо. В свое время в Казахстане жило довольно много этнических немцев, выселенных с Поволжья. А когда вместе с перестройкой поднялась волна возвращающихся на историческую родину, она захватила с собой и немало носителей казахского языка. Пятое. Казахский язык является едва ли не первым языком мира, для которого была создана уникальная компьютерная азбука под названием «Казновица», которая сейчас практически не используется. Такую азбуку пришлось создавать, так как казахский кириллический алфавит содержит 9 букв, которые нельзя передать обычными шрифтами. Казновица подменяла их диграфами с буквами, которые в русском языке обозначают твердые и мягкие знаки. Шестое. Владея казахским языком, вы сможете понимать в той или иной степени турецкий, азербайджанский, киргизский и другие языки. Седьмое. Казахский язык – один из самых богатых и красивых языков мира. Словарь казахского языка насчитывает 166 тысяч слов. Восьмое. Казахи, которые живут в Китае, Пакистане, Иране и Афганистане, до сих пор используют арабский вариант алфавита. Кроме того, он признан официальным в или Казахском автономном округе, а также на территории Тарбагатайского и Алтайского айманов. Латинская версия казахского алфавита также прижились среди казахов, которые поселились в Турции, но официального статуса она не имеет. Девятое. Казахский язык наравне с русским был первым в космосе. Первые спутники снабжались пакетом с данными, на котором было написано: «Жолдастар, мына пакетті кім тапса, жақын жердегі жергілікті советке табыс етілсін». Все очень просто. Место приземления капсулы могло быть вне планируемой точки, и поскольку это были казахские степи, то капсулы могли быстрее добраться не поисковики из Байконура, а какой-нибудь казахский чабан. Житель аула мог и не владеть русским, поэтому надпись сделана на казахском. И только потом в космосе физически побывали английский, французский, китайский, японский и все прочие языки.
Так что имеем право всем показывать язык в этот день. Казахский язык первым был в космосе. 10. В казахском языке ударение в основном падает на последний слог. Согласные звуки в слогах с твердыми гласными произносятся твердо, с мягкими гласными мягко. 11. Еще одна особенность казахского языка состоит в отсутствии предлогов. Значение русских предлогов большой частью передается посредством послеслогов, а также в форме косвенных падежей. Если перед существительным стоит числительное, то окончание множественного числа в существительном не употребляется. Числительные и прилагательные функции определения перед существительными не изменяются ни в числе, ни в падеже. 12. Категория рода в казахском языке тоже отсутствует. Поэтому одно и то же прилагательное, местоимение или порядковое числительное, в зависимости от смысла предложения, может переводиться на русский язык в мужском, женском или среднем роде. Именные части речи, в отличие от русского языка, изменяются по лицам. 13. Казахский язык, как большинство восточных языков, отличается тем, что глагол стоит всегда в конце предложения. 14. Самое длинное слово в казахском языке «қанағаттандырылмағандықтарыңыздан» состоит из 33 букв и переводится как «из-за вашего недовольства» при уважительном обращении к нескольким лицам. 15. Многие исследователи языков сходятся во мнении, что русское слово «деньги» произошло от тюркского «деньге» или «тенге. К слову, национальная валюта Казахстана называется тенге, как и туркменская разменная монета. 16. Диалектных различий современного казахского языка практически не наблюдается. Различают лишь 3 вида казахских говоров – северо-восточный, южный и западный. 17. Казахский язык развивается, используя неологизмы и принимая в себя слова из других языков. В Казахстане стараются проводить тотальную ревизию лексикона казахского языка. Перевели все распространенные международные слова на казахский язык. 18. В Казахстане около 80% казахских детей учатся в казахских школах. 19. Казахи из Китая пользуются арабской графикой не только в быту, но и в СМИ. 20. По сравнению с другими бывшими республиками Советского Союза, Казахстан по языковой ситуации занимает предпоследнее место перед Белоруссией. Казахстан и Кыргызстан более русифицированы, чем Узбекистан либо Туркменистан, и поэтому очень сильна позиция русского языка.